У обновленной стелы снова, как когда-то, почетный караул, много гостей и воспоминаний. Пришла сюда и молодежь, и те, кто был максимально приближен к годам, когда Оплеснин был еще не легендой. Молодой Коля, когда переехал из Выльгорода жить с бабушкой и мамой сюда, прямо на это место, может, помните этот дом, еще до своего главного военного подвига был очень даже именит на сыктывкарских улочках. Как истинный коми-человек, увлекался сразу и лыжами, и бегом, и плаванием. Имел спортивные разряды по самбо и боксу, а купался прямо на реке, причем до глубокой осени. Позже эта закалка сыграет в его становлении, возможно, главную роль, а пока в мирное время он отстаивал честь столицы молодой автономной коми-республики и уже слыл ведущим спортсменом современности. Все эти воспоминания бережно хранят родственники Николая Васильевича, которые продолжают жить в Коми. Мы все с Вильгарда были, ее Оплеснин Николай. Но у нас вот 17 братьев и сестер двоюродных. А я одна осталась, последняя, да, все умерли уже. Спустя время чувствуется, что имя Оплеснина живет? Конечно, гордимся мы. Герой Коля, мы говорили в роду так. Гордимся, что он у нас такой боевой был. Под пулями переплыл Волхов. За все это время это первое интервью Валентины Федосеевны. Внуки Оплеснина даже не догадывались о ее существовании и встретились только сегодня. На этой уникальной фотографии 1942 года последние деньки вместе с семьей. В центре супруга героя Надежда и дочка Наина. Она единственная продолжит прямой род через сыновей Николая и Алексея. Наша мама, то есть у нее 2 сына, это я и вот Николай, старший внук. Николая назвали в честь деда этим же именем. Ну что, естественно, чтим и помним его, постоянно вспоминаем. Как бы, этот геройский подвиг постоянно обязывал к чему-то, то есть как-то вот какое-то направление было дано. Громко об этом не кричали, то есть даже в школе у меня не все знали, что, допустим, вот у меня такой дед геройский. Как-то так, все скромно, все достойно. Довоенный Сыктывкар мало чем отличался от соседнего Выльгорода, однако то была столица, а значит большие возможности. Оплеснин в людях искал себя, успел поработать строителем, потом поступил в КГПИ, так как мечтал стать учителем, а еще параллельно этому занимался живописью, чертил агитки и даже оформил несколько книг для коми-книжного издательства. Благодарные потомки именем Оплеснина назвали улицы в Сыктывкаре, Ухте и Сосногорске. В Выльгородской средней школе и агропромышленному техникуму тоже дали его имя. А этот мемориал появился в 95-м, на месте, где стоял дом, где когда-то жил Николай Васильевич. И с тех пор он пребывал в таком невзрачном состоянии. Негде было остановиться, присесть и даже просто задуматься о масштабе личности фигуры. Будучи героем, он успел живым побывать на родине в самый разгар войны, в феврале 42-го. Много рассказывал по просьбам земляков, как тогда, во время своего высокого поступка, переплыл Волхов. Это типа 2 наших вычект шириной, чтобы найти наиболее оптимальный выход из окружения, в которое его дивизию загнали немцы. А 19 марта Оплеснин погибнет в бою вместе с начальником штаба. Эта их фотография оказалась последней при жизни. Очень важно, чтобы цепочка памяти не прерывалась. И наша задача сегодня рассказывать нашим детям, внукам о тех тяжелых, трагических, но очень мужественных людях и временах. И еще одним подтверждением того, что мы действительно помним и чтим павших героев, это то, что когда встал вопрос о реконструкции памятника Николая Васильевича, люди, предприниматели сказали: не надо нам никакой помощи от государства, это наш долг ныне живущих детей и внуков. Сделать это собственными руками за собственные деньги.
Гранитная брусчатка, новые бордюры, чугунные скамейки, вазоны и фонари. Ничего подобного здесь не добавляли в последние четверть века. Еще один подарок жителям к 75-летию Победы, конечно, полюбится. Герои-то не умирают. Роман Истомин, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.